Добрый вечер. У нас сегодня в гостях депутат парламента Айнура Алтыбаева. Она один из инициаторов закона о защите здоровья от табака. Табакокурения и там всех других веществ, да, которые на основе табака делаются. В каком состоянии сейчас этот законопроект? Обсуждается в комитетах, кажется. Да, добрый день всем. Замечательный наш законопроект, которым мы гордимся. Я думаю, что это тот законопроект, который принесет пользу здоровью гражданам Кыргызской республики. Находится на стадии прохождения в комитетах, профильных комитетах. В 2 комитетах данный законопроект нашел поддержку. В комитете по правопорядку, где утверждены были штрафы, да, по данному законопроекту за нарушение этого закона. В соцкомитет поддержал. Осталось обсуждение в комитете по экономической и фискальной политике. Ну, я думаю, что мои коллеги поддержат концепцию данного законопроекта, потому что мы, как депутаты, печемся. В первую очередь, это наша обязанность заботиться о здоровье наших граждан, и основная концепция этого законопроекта именно направлена на это, на здоровье граждан, маленьких граждан, взрослых мужчин, которые курят. Вот основная концепция такая. И запрещается все, да? Любые табачные изделия и курение в любых местах. Да, данным законопроектом мы сейчас, значит, говорим о 100% зонах, свободных от дыма. Это кроме жилых помещений, конечно, в собственном... Там, где хозяин... Да, где в своей квартире, в своем доме вы можете курить, но в общественных местах это... точки общественного питания, общественные места, спортивные стадионы, учреждения, мы говорим о 100% запрете курения. И, кстати, это совсем не такой вот мы новый какой-то законопроект предлагаем. Такие законы приняты уже и работают на протяжении многих-многих лет уже во многих государствах, странах, которые ввели этот запрет. Это те страны, которые умеют считать деньги, государственные деньги, потому что те средства, которые идут из бюджета, да, на антитабачные мероприятия, но это понятно, что это очень вредно. Вот. В этих странах давно уже жесткий, значит, введен запрет. В России этот закон работает уже 4-й год. Даже они сейчас на стадии находятся. Недавно мы беседовали с заместителем министра Российской Федерации, и он сказал, мы его ужесточаем в плане появившихся новых, значит, сигарет. Это сигареты разные появились. Это вот электронные сигареты, которые очень такие заманчиво выглядят, как гаджеты. То есть они тоже ужесточают этот закон. У нас мы на стадии, значит, принятия. Я опять повторюсь, я очень надеюсь, что наши коллеги поддержат. Ну, вот раньше, например, были в ресторанах там зал для курящих, для некурящих, или там в аэропортах были специальные места для курения, да, а теперь во всех цивилизованных странах вообще все запрещается, да. Потому что это влияет не только на человека, который курит, но и окружающим. И если даже есть зал для курящих, некурящих, якобы заботятся о здоровье некурящих, чтобы дым не попадал, но есть и обслуживающий персонал, который тоже травится этим дымом. Верно. Это те молодые люди, которые, да, студенты, учащиеся, которые работают, да, занимаются обслуживанием. То есть твое право курильщика заканчивается там, где ты нарушаешь право другого человека. То есть это молодые люди, обслуживая, принося чашку кофе или чая, вы их травите косвенным образом. Они вынуждены дышать. Конечно, они вдыхают эти пары. Поэтому мы, значит, предлагаем и запретить эти такие отдельные, так называемые отдельные места для курения. Нет, они тоже вредят нашим людям. Неэффективно, оказывается. Не так, как думали раньше, что если разделить, это будет как-то
влиять на... Совершенно верно, потому что вот мы тоже бываем в таких точках общественного питания, в предприятиях общественного питания, в ресторанах, кафе, и вот такие условно разделенные одной какой-то дверкой, да, там, или шторками, это не дает того эффекта. И, ну, в первую очередь, конечно, вы правильно заметили, это обслуживающий персонал, он становится как бы вот косвенным потребителем табака. И он уже был подготовлен, уже был до того закон 2006. У нас сейчас есть действующий закон, вот, в 2006 году, прошло 13-14 лет. Вот, во-первых, появились новые табачные изделия, о которых я сказала, электронные сигареты. Кроме того, у нас очень усилилась зависимость, и об этом статистические данные, исследования показывают, очень много появилось молодежи, которые потребляют это уже в подростковом, в 15-16 лет, и девочки, особенно девушки, пробуют кальян. Многие мальчики, наши юноши, потребляют насвай. То есть с того времени, вот очень вот исследования, статистические данные ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, здесь наши внутренние исследования показывают, что рост потребления возрастает, и, как следствие, каждый год 6 тысяч человек умирают от болезней, которые вызваны вот потреблением табака. Рак легких, рак бронхов, сердечно-сосудистые заболевания. Все это последствия употребления табака. И вот эти ужасные цифры, только признайте, ну посмотрите, у нас 6 миллионов 200 тысяч, и каждый год 6 тысяч человек умирают. Сколько из бюджета выделяются средств? Наши исследования показали, около 11-15 миллиардов сомов мы из бюджета содержим больницы, зарплата, экономические потери, да, то есть человек курящий, он ведет пассивно, участвует в работе, на рабочем месте. То есть это где-то, я сказала, до 15 миллиардов потери из бюджета. Так вот, давайте на чашу весов положим здоровье наших граждан, потери, экономические потери из бюджета, для того, чтобы мы лечили людей от курения, да, и на другой чаше это прибыль табачных компаний, которых, ну, в мире, может быть, там 3-4 табачных большие такие, вот сейчас, если говорить. Американская, британская и японская корпорации. Да. То есть надо об этом, мы говорим, что чаша весов, конечно, мы больше должны акцентироваться. Ну и у нас, смотрите, мы в Конституции, в первой статье нашего Конституции, основного закона нашей страны пишется, что мы Кыргызстан – социальное государство. А что значит социальное государство? Значит, и экономика у нас должна быть социально ориентированная, да? Вот сейчас там некоторые, как бы, мои коллеги говорят о том, что мы потеряем каким-то образом какие-то средства, да, или там лоббирование происходит. Нет, ни в коем случае. Чаша весов здоровье наших граждан, потери, экономические потери из бюджета, финансирование больниц, поликлиник, ФАПов, которые мы направляем на лечение, да, на оздоровление, гибель этих людей, да, они умирают от этого. Так мы же должны такие законы принимать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это во всем мире, в цивилизованном мире такой закон уже начинает работать. И все цивилизованные компании поддерживают своих сотрудников, да, ну, вот это здоровый образ жизни сейчас в моде. Сейчас курить, пить уже не модно. Поэтому компании направляют очень много денег из своих бюджетов на стимулирование здорового образа своих сотрудников. То есть человек, который приходит, не пил с вечера, там, и алкоголь не употреблял, не курит, не выходит на какие-то без конца перекуры, да, от этого человека отдача этой компании же больше. Поэтому в мире сейчас очень модно здоровый образ жизни. Я думаю, что мы как бы вот этим законом даем направление и заботимся о здоровье наших людей. Вот вы сказали, 6 тысяч человек в мире, в Кыргызстане в год умирает от болезней, связанных с табакокурением, да? Большая у нас идет кампания против дорожно-транспортных происшествий, правильно? Чтобы вот много людей погибает и так далее. Это действительно очень плохо, но погибает от дорожно-транспортных происшествий в год около 900 тысяч человек.
от 900 до 1000. По сравнению с ним от табака умирает в 6 раз больше, получается. И там компания идет, там, давайте примем жесткие законы, штрафы, чтобы вот у нас дети погибли. А здесь, наоборот, некоторые люди сопротивляются вашему закону. Да, есть. Ну, я надеюсь, что это со стороны наших коллег, может быть, недопонимание какое-то. Я думаю, что когда мы говорим, презентуем свой законопроект в комитетах, однозначно поддерживают. Я думаю, что и поэтому с самого начала нашего разговора надеюсь, что коллеги поддержат. Но мы еще и должны больше работать, разъяснять, да, нашим гражданам, коллегам. Ну, были проведены ряд общественных слушаний. Однозначно очень много и поступило, значит, обращений в поддержку этого законопроекта. Ближе к рассмотрению на палате, где принимается решение, мы коллегиальный орган. Я думаю, что вот уже сторонники забрасывают нашими обращениями, говорят, мы в этот день придем и будем поддерживать прохождение этого законопроекта. Потому что, почему мы так, я уверена и думаю, что коллеги поддержат? Потому что мы в первую очередь родители. У нас есть дети, о здоровье которых мы заботимся. У нас есть близкие родственники, о здоровье которых мы должны заботиться. Потому что когда мы ведем, когда ребенок выходит в общество, да, идет на спортивную площадку, в транспорте едет, это он может попасть под влияние, да, вот кто-то стоит, курит вовсю, это тоже влияет. Ну, то есть вот запрет курения в общественных местах, я думаю, это вот основное, и то, что даже могут наши коллеги поддержать, основной акцент сделать, ну, потому что это всех нас касается. А вот реклама табака, например, ребенок может и не знать, что такое, но он видит красивую рекламу, или там часто бывает, там раньше было, сейчас, наверное, сильно сократилось, там какой-то красивый ковбой, там хороший такой в рубашке Ренглер, да, или там на такой ковбойской шляпе, и это притягательно как-то. У нас насчет рекламы какие будут в этом законе предусмотрены нормы? Мы тоже вводим запрет на рекламу. Такой запрет во многих странах, цивилизованных, подчеркиваю, есть. Потому что вот вы правильно отметили, что вот эта яркая обертка, она привлекает. И сейчас у нас разрешена реклама, вообще она запрещена реклама действующим законом, но закон как таковой, вот, я не знаю очень больших штрафов, чтобы взимали с юридических лиц за рекламу табачных изделий, но даже когда вы зайдете в супермаркет, в любой супермаркет, значит, на самом видном месте, да, где вы обязательно будете проходить возле кассы, выложены вот эти разноцветные табачные упаковки, которые как бы привлекают, да, и даже кто-то, если кто-то даже вот задумывается о своем здоровье и хочет бросить, да, он мимолетом все равно оказывается в зоне этой рекламы и говорит, ну да, я еще вот пачку сигарет, может, последнюю возьму, да, и продолжает вот этот вот круг, замкнутый круг, вот этот, и продолжается вот это курение. То есть мы тоже говорим о запрете рекламы. Она даже вот, если в этот магазин зайти, над кассой всегда эти висят. Да? Красивые упаковки, все очень красивые, несмотря даже на то, что там антиреклама есть, да, насчет вреда здоровью и так далее. В Европе некоторые магазины зайдешь, невозможно увидеть нигде. Вот на глаз просто не попадаются эти сигареты. Совершенно верно. Мы этот вопрос тоже будем поднимать. Смотрите, предлагается убрать в боксы вот эти выкладку. Мы как бы не говорим, что все, мы запрещаем вообще реализацию. Это невозможно. Говорим, что все эти пачки красивые должны быть располагаться в закрытых боксах. И если уж тот курильщик, который не хочет, не думает о своем здоровье, просто говорит, я буду курить, да, он идет в какое-то определенное место, открывает бокс и берет, покупает эту пачку сигарет. Или должен специально спросить,
мне нужны сигареты. Да, Ему да. покажут, где они лежат. Он должен найти это, да. но это не на том самом видном месте, где основной поток все равно любой. Вот возле кассы, да, ну каждый человек, который зашел в гипермаркет, да, обязательно увидит. Обязательно. Вот. Поэтому я думаю, что как бы вот это запрет на рекламу тоже подействует на то, что человек будет немножко меньше курить, и потом со временем вот эти вообще владельцы бросит. магазинов, они только за прибылью, получается, гоняются, если они эту рекламу прямо... Или им специально доплачивают табачные компании, чтобы они на видном месте всю эту свою продукцию ставили. Вы знаете, табачные компании тоже, их понять можно, они стали перемещаться, где очень жесткое законодательство, да, в отношении табакокурения. Они ищут новые рынки сбыта, получения своей прибыли, да, и вот в связи с тем, что у нас все-таки очень такой слабый закон по запрету, они тоже здесь как бы, и они в своем маркетинге, менеджменте всякие используют как бы механизмы для того, чтобы повысить реализацию. То есть они... Ну, я не могу сказать, что они прям специально доплачивают, но, наверное, торговое предприятие, которое получает, реализует эти табачные изделия, они тоже свою наценку имеют с этого, это тоже их товарооборот, это тоже их прибыль. Вот, поэтому, но я считаю, что, опять-таки, где на чаше весов всегда мы ставим разные ценности, прибыль табачных компаний и прибыль розничных предприятий торгующих, да, и второе – это здоровье. Кстати, вот о реализации вы хорошо сейчас затронули. Вот во многих странах я видела, что вот хоть у нас запретно есть введен в нашем законодательстве вопросы реализации виноводочных, да, допустим, несовершеннолетних, потом на табачные изделия, да, но очень трудно контролировать, правильно? Когда на каждом шагу стоит либо гипермаркет, либо какой-то киоск, это очень трудно контролировать реализацию, исполнение закона. Во многих странах сделали отдельные специализированные магазины по реализации табачных изделий и виноводочных, алкогольных. То есть, чтобы купить вам, да, пачку сигарет, вы не в общем этом будете покупать в гипермаркете, где вы проходите фрукты, хотите купить на ужин, да, а вам надо будет идти специально в один какой-то, искать один магазинчик, специализирующий, который табачные изделия. И, конечно, там реализация под контролем. То есть там есть ответственные люди, там есть камеры, контролируют, что зашел мальчик 12-14 лет, либо кому продается алкогольные напитки, либо это. Поэтому это, я думаю, тоже очень правильно. Во многих странах они, например, в Индии, они реализацию проводят только, это алкогольных напитков, только вечерние, до 7 часов. В 7 часов все, запрещается всякая реализация алкогольных напитков. Но я почему говорю о алкогольных напитках? Это наш следующий законопроект. Когда вот эта наша же группа, мы решили, что табак и алкогольные напитки – это тот вред, который несет здоровью человека. Следующий наш законопроект – это мы говорим о всяких напитках типа Red Bull, потом такие вот, которые тонизирующие напитки, которые смешивают с алкоголем и получают такую горючую смесь, которая вот действительно наши школьники, наши дети наши подростки могут увлечься. Вот показатели видно, что реализация их потребления растет. Хотя в России запрещена внутренняя розничная продажа, не запрещено производство, но запрещена внутренняя реализация. То есть все уходит на импорт. Вот. Этот импорт, наверное, и у нас есть, но мы не хотим, чтобы наши дети после употребления не вели себя неадекватно, в школе не воспринимали, не могли, выпив, да, в школу идут, они вообще уже мозг не воспринимают ничего. Это следующий наш законопроект. Даже те законы, которые есть, они же там запрещают в стольких-то метрах от школы не должно быть киосков или там торговых пунктов по продаже алкоголя, но сплошь и рядом нарушают. Да. И некоторые лоббисты даже говорят, начинают от какого места считать от школы, от здания, например, да?
считают от здания там 100 метров, а там еще двор школьный. И получается, этот школьный двор как будто он к школе не относится, и они, в общем, всякие ухищрения для того, чтобы продавать. Однозначно, однозначно. Лоббисты таких законов, они всегда найдут разные причины, чтобы пролоббировать свои нормы. Такая, кстати, норма была 100 метров, и не менее 100 метров от учреждений образования. Потому что это тоже, когда человек, когда ребенок, он подходит к школьному двору, как вы правильно заметили, иногда подростки уже после школы выходят, они тоже же тут же сталкиваются сразу же на машине не уезжают, они сталкиваются с продажей. И те же механизмы, яркая такая упаковка, все это привлекает потребителей, новых и новых потребителей. Но сами продавцы, которые владеют этими магазинами или там супермаркетами, они тоже должны бы заботиться о здоровье подростков. Например, в США, если там в некоторых штатах там только после 21 года можно покупать алкоголь. Приходит человек, не отличишь, да, человека там 20 ему лет или 22, но продавец спрашивает, а сколько тебе лет? Или там покажешь там какое-то удостоверение, где указана дата рождения, а у нас как-то Потому что там очень жесткое законодательство, и они пытаются, не пытаются, а четко исполняют нормы закона. Поэтому они, как вы правильно сказали, при продаже они требуют документы. У нас, как я уже сказала, очень исполнение закона не на должном уровне, поэтому мы говорим о более жестких нормах этого закона. И, кстати, знаете, и в США, и в других многих европейских странах мы еще предлагаем этим законам, знаете, новую систему внедрять. То есть тот производитель, который производит не фрукты, овощи, да, в поле не работает и там производством не занимается, а производит алкоголь и табачные изделия, они должны платить. Мы предлагаем, что с каждой сигареты в республиканский бюджет производитель и импортер, я подчеркиваю, производитель или это импортеры, которые к нам завозят, они должны платить один тейн с каждой сигареты. Концепция, это правильная же. Если ты занимаешься, твой бизнес строится на таких очень... На здоровье, да, ты должен платить. Я думаю, что 60 миллионов каждый год, в среднем сейчас заводится, будет попадать, если наш законопроект будет поддержан, подписан, 60 миллионов сигарет, да? сомов для бюджета Кыргызстана, они разве лишние? Да. На 60 миллионов можно строить новые школы, новые детские сады, новые какие-то оздоровительные комплексы для здоровья, новые беговые дорожки, что-то такие, принимать какие-то такие для здоровья людей какие-то акции. В общем, это уже потом в бюджет, когда поступает, уже можно очень много, да, это большая сумма, 60 миллионов. Это кроме налогов общих, да? Да, это в закон о неналоговых платежах. Мы предлагаем, чтобы импортер, тот импортер, который завозит, должен платить один тейн с каждой сигареты. Да, с каждой сигареты. Это ты продал, не продал, это лежит где-то на твоем складе. Ты завез, заплати один тейн с каждой сигареты. Да, такая концепция, экономическая концепция для социального государства, это правильно. Это во всем мире так. Электронные сигареты тоже входят, да, в перечень запрещен? Совершенно верно, совершенно верно. Это тоже такие, знаете, я извиняюсь за такое слово, но это такая замануха тоже, так красиво выглядит электронные сигареты. Но это тоже тот же вред для здоровья и
Для особенностей нашего законопроекта, в отличие от других европейских, американских государств, у нас есть еще такой местный какой-то табачный жевательный табак на свай, который называется. Это тоже очень вредный для здоровья, потому что мы не знаем, из чего он делается. Все производится в кустарном производстве. Там внутри, может быть, куриный... добавляют, известь. Куриные пометы, экскременты животных. Вы знаете, мы не знаем, что там. Я не знаю, что там, потому что нету исследований. Это все в кустарном, дома где-то делается. Тоже мы сейчас, конечно, будет решение принимать палата, потому что те, которые мы провели исследования, они говорят, что все-таки часть говорят против запрета, говорят нам сделайте как такой регламент, чему должно соответствовать. То есть внутри, снаружи упаковки вашего насвая должно быть написано, какой состав. Да? Вот. И, насвай – это такая гадость, я думаю, что вообще ее надо полностью за это… Но растет потребление. К сожалению, из-за низкой цены. По сравнению с сигаретами, да? Сигареты все-таки они акцизом облагаются, и поэтому по разным причинам, я почему поразилась, исследования показали, что девушки стали потреблять насвай. Наши исследования получили, что вообще рост потребления табака среди юношей, девушек растет. То есть взрослый человек, когда тоже на какой-то стадии начинает как-то заботиться о своем здоровье, где-то бросают, да, но потребление среди молодежи, оно очень растет. Среди детей, 14 лет это ребенок еще. Поэтому насвай тоже запрещается. Или как регулируется этим новым законом? Мы предлагаем, сейчас я уже сказала, что окончательное решение будет принимать палата, часть все-таки стоит, что надо полностью запретить, часть стоит на том, что нужно регулировать. То есть мы боимся, что если мы полностью запретим, оно уйдет в подполье, вырастет контрабанда каких-то. Дома все равно в кустарных условиях, домой же не зайдешь в каждый дом, будет продолжаться, и это контрабандно растет. Поэтому мы сказали, из этих двух зол, может быть, выбрать такое, что регулировать. То есть мы должны знать, что там внутри. И запрещено производство, запрещаем своим законопроектом кустарное производство. И мы должны знать, из чего оно содержится. Сейчас, кстати, в магазинах в супермаркетах появились насваи из Индии. Из Индии стали завозить. Они в таких упаковках, но там ничего, кроме красивой упаковки, ничего не сказано. Из чего это сделано, что, почему мы допустили ввоз этот. Я сейчас у меня часть моих, мы будем с правительством работать. Мы на наш рынок, где очень такой, я опять уже в который раз говорю, что у нас очень слабое законодательство в этом отношении, на наш рынок ринулись всем, кому не попадя. Потому что там им запрещают. В цивилизованных странах все более и более жесткие законы, и они идут на… Вы правы, однозначно это. Поэтому я думаю, что поэтому буду обращаться к нашим коллегам и просить, что мы должны ужесточить законодательство. Мы должны в первую очередь думать о наших детях. У нас осталось 2-3 минуты, последние. Когда, вы расскажите, как теперь порядок в комитетах, а потом, когда примерно может быть обсуждение на палате? Сейчас, как я сказала, остался один комитет по экономической и фискальной политике. После этого законопроект будет вынесен на палату, на первое чтение, где будет, рассматриваться концепция, то есть защита здоровья. Во втором-третьем чтении, ко второму чтению каждый депутат может подать в письменном виде свои предложения. По штрафам, я так поняла, что некоторые депутаты по штрафам хотят какие-то предложения дать. И в третьем уже чтении принимается закон. Я очень надеюсь, что мои коллеги поддержат. Общие какие настроения среди депутатов? Общее настроение, все депутаты, я сказала, все депутаты, родители в первую очередь, они думают о здоровье своих близких, и поэтому, в общем, большая часть, конечно, мы коллегиальный орган, Жорко, конечно, большая часть поддерживает. Насчет родителей, смотрите, есть, допустим, родитель, взрослый человек, никто ему не может запретить, он дома, там, где он в огороде, там, во дворе может курить, и курит.
Но если он увидит, что курит его ребенок, он же ему подзатыльник даст, будет ругать там, и так далее. Получается, сам себя травишь, но другого все-таки заботишься о своем ребенке. Почему в общем о народе нельзя бы так позаботиться? Вот это вот один тынь с каждой ввезенной сигареты, я надеюсь, что они поступят в республиканский бюджет, и у правительства будет, у государства будет возможность проводить различные мероприятия. Мы этому человеку должны помочь, вот этому родителю, который заботится о здоровье своего ребенка, но сам продолжает. Но это такая, знаете, уже болезнь. Мы этому человеку должны помочь, мы должны проводить различные мероприятия, в больнице вылечить его и так далее. Мы должны этому человеку помочь еще. Спасибо вам большое. У нас и время истекло. У нас была в гостях Айнур Алтыбаева, депутат Чорку Кеңеша, которая является одним из соавторов этого нового закона о защите здоровья граждан от табака и табакокурения. Спасибо вам большое. До свидания. Хорошо.